16 февраля в городе Благовещенск прошел очередной рейд по проверке требований пожарной безопасности. Профилактическая группа в составе инструкторов противопожарной профилактики Госкомитета РБ-ПЧС, волонтеров, сотрудников службы семьи, администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осмотрела как частные домовладения, так и жилища в многоквартирных домах. В ходе рейда комиссия посетила многодетные семьи, находящиеся на социальном сопровождении, одиноко проживающих пожилых граждан старше 55 лет и категорию лиц «Дети войны». Особое внимание уделялось печному отоплению, электропроводке и электрооборудованию, проверке работоспособности ранее установленных пожарных извещателей. Вот смотрите, пожарный извещатель дымовой, срабатывает на дым, работает от батарейки крона. Батарейки крона хватает как минимум на год. Когда батарейка начнет садиться, пожарный извещатель начнет периодически подавать сигнал. Периодически подает сигнал, тогда батареечку снимаете и покупаете новую. В электротоварах продается. И заменяете. Проводились инструктажи о том, как вести себя во время пожара, и напоминались номера вызова экстренных служб. В Благовещенском районе идет рост числа пожаров и гибели людей. С начала 2022 года произошло 15 пожаров, при которых погибло 2 человека и травмирован 1 человек. 1 февраля 2022 года гибель 2 мужчин 66 и 1963 года рождения произошла в село Санинско Благовещенского района. Причиной трагического пожара является аварийный режим электросети. Большинство пожаров происходит в частном секторе. Только за январь месяц сгорело 5 домов и 4 бани. Причинами пожаров являются аварийный режим электросети, нарушение эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем при курении в алкогольном опьянении. Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям напоминает и призывает страховать свое имущество, приобретать в свои дома огнетушители и устанавливать пожарные извещатели. Это реальный шанс на спасение. Артур Хамадинов, Елена Пономарева. Новости ТВ Блик.